Главным отличием нового оборудования является автоматизация рабочего места рентгенолаборанта. Кроме того, он легкий, компактный и обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке. Получили мы на днях вот этот аппарат. Это, конечно, российский аппарат у нас, полностью сборка российская идет, да, и цифровой. Этот аппарат цифровой, и, значит, изображение сразу, как вот съемку сделали больного, и сразу информация переходит автоматически на рабочую станцию врача. То есть здесь это не пленочный аналоговый аппарат, это чисто цифровой аппарат. Республиканская клиническая больница – один из главных ковидных стационаров с начала пандемии. Так что новый аппарат здесь нужная вещь. Благодаря мобильности его будут использовать прямо в палатах для лежачих пациентов. Конечно, неудобства создавали нашим пациентам. Когда в реанимации больной лежит, прямо спускали с кровать там рентген-кабинет, когда большой рентгеновский аппарат стоит, непредвижной, и там на носилках или привозят наши санитары, врачи, медсестры, и поэтому очень неудобно было. А сейчас этим аппаратом в любое место, точки, да, где больной тяжелый находится, можно снимать снимки. Аппарат будут использовать и в стационарах при больнице. Сегодня со спадом количества больных коронавирусной инфекцией в больнице перепрофилируют отделение. В красной зоне сегодня находится 146 ковидных больных. В реанимации клинической больницы борется с ковидом 9 человек. Из них 3 на искусственной вентиляции легких. Мы перепрофилировались на чистую и грязную зону. Да, в чистой зоне лежат пациенты с внебольничными пневмониями, обострениями бронхиальной астмы и хроническими обструктивными болезнями легких. И также мы работаем в грязной зоне, также с коронавирусной инфекцией. Дальше продолжаем работать. Врачи ковидной зоны все время начеку. Несмотря на заметное снижение больных ковидом, здесь не расслабляются. Работают также по сменам. В наш третий корпус пульмонологического отделения на Стадухина 81 поступают пациенты с тяжелой пневмонией. В основном они приводятся с других больниц нашего города Якутска и из районов. Как проходит лечение? Ну, мы, конечно же, работаем по протоколу, по установленному в нашей Российской Федерации. Но в зависимости от тяжести состояния пациентов мы подбираем индивидуально каждому лечение. Врачи предупреждают, несмотря на то, что заболевание ковидом снизилось, это не делают вирус безопасным. Так что не забываем о вакцинации, а также о мерах предосторожности, ношению масок и обработке рук. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск.